на паром обратно на Большую Землю. Да, тут вода припала. Спуски нормальные. Сейчас мы, видите, на цельном пароме плывем. То у нас был баржа пристегнута к буксиру. А теперь паром. С утра был туман. Ну, так резко весь и пропал, в принципе. Это получается второй. Уже время почти 11. Второй только отходит. Пошла движуха. Ну, это я на Аямовском пароме также переправляюсь обратно. Ну, пока пытаюсь. Так, пару, получается, там причалы. Он третий уже подходит, два стоят. Ну, паром стоит 11 300 в одну сторону. Так, а что у нас? Какое число сегодня? Это я вчера выгрузился. 3 октября. Какой-то долгий рейс получается. Завтра будет 2 недели, как я выехал из Москвы. А еще до Владивостока пилить 3200 километров. Ну, пустым я еду. Ну, может, там по пути что-то поменяется. Но пока предварительно во Владивосток. Ну, в Артеме на стоянке. Там будем думать, что делать. Как раз пока доеду уже, считай, выходные. Тут такая логистика отсюда, с Якутска. Ну, зимой можно напрямую как-то раз подходили, типа, ну, рыба замороженная на Москву. А так в основном здесь только макулатура и металлолом. Я такое не гружу. Ну и там ценник такой же. Так себе. Что-то Вольво тоже с ленивцем. Только по-правильному у него. 540-я, только ленивец сзади. Его даже под прицепом не видно. Но у него там есть. Вон, видите колесо? И мне, наверное, надо будет рядом, скорее всего. Или сразу за ним становиться. Параллельная парковка. Так, ну, на улице +8. Вообще необычно тепло для 3 октября. Даже с утра мороза не было. Видите, тучи набежали. Как-то на прояснениях был там легкий морозец. Минус там 1, по-моему, вчера. Ну, когда я переправился, я тоже выгрузка. Я в воскресенье переправился. Выгрузка была у меня в понедельник в ночь. А сейчас, видите, тучами затянуло. Ну, тепло. Вот еще, вот РТ 3 семерки, я на нем подходил сюда. Видите, у него пристегнута баржа к этому буксиру. Он сейчас вот здесь будет становиться. Ну вот, съезд вот этот вот. Так, ладно, надо подкрадусь поближе. Ну тут прям нормалек.
Что там? Сдуй подушку. А, на поэтому сейчас. Вода всплывает. Вон в Европа заехал. Ага, да. Все? Что-то первый раз, чтобы у меня передок. Чтобы у меня передок этот, что-то какие-то вопросы были. Мне за ним становиться. Ну, вроде ровненько. Все, вон, как по линеечке. Припарковались. Ну, в общем, погодка, да, задержалась у них осень. Обычно в это время уже, ну, по-любому и лед есть слегонца, и попрохладней. Ну, тут быстро все меняется, в принципе. Северный ветер подует, тут может запросто быть сразу минус хороший. И осадки пойдут. Сейчас вот тучки соберутся. Дождик. О, лесовоз нормалек заходит. А ну сейчас, ладно, окно открою, а это закрою. Кенвард. Ну это откуда-то издалека он, наверное, с Вилюйска откуда-то, наверное. Там вроде лес у них есть такой деловой. Здесь-то рядом особо. Так, я ж на нейтралке, все вроде. Расстановки, парковки. Ну так прям хорошо выглядит Кенвард. Как новый. Ну, диски, вот видите, кованые. Такие же вот я с Китая привез. Ну, мы по официальному импортировали диски. Есть у нас, как говорится, на продаже вот этот 120-й вылет. Ну, понятно, размер не на Америку, а на Европу я привез этот. Грубо говоря, как на Volvo. Передок, 120-й вылет, батоны и на ведущую ось. Ну, если кому интересно, я там телефон прикреплю, звоните. Подробности, фотки сброшу. Пока есть еще в остатке, там что-то в районе 100 штук осталось. Ну, в двух видах. И сейчас будем ехать следующим привозом. 135-й вылет, вот многие спрашивают. 135-й и нулевой вылет будет под... Попросили зерновики там, пацаны, привезти нулевой вылет. Ну, у кого барабанные тормоза, ну или у кого тонары.
на тонарах, там есть нулевой вылет и тормоза дисковые. А, вот сейчас фотки прикреплю вот после этого. Езды поснимаю. Там Скания. Не знаю, видно я что-то спереди. Сейчас камеру, наверное, надо. Вот так. Как заезжает. Хотя никто не заезжает, вон банда выстроилась на берегу. В принципе, более-менее заезд. Я как-то заезжал, этот бампер оторвал вот там на пароме, который не Аямовский. Там как-то заезд был, такой перепад. Так, что-то окно закрою, тут сдувает. Пойду сейчас туда снимать. Еще кто-то звонит. Ладно, сейчас, секунду. Да уж, позвонили на полчаса. Ну, надо поговорить. В принципе, тут я все это снимал. Вот мы идем еще под берегом со стороны Якутска. Нас он паромчик обогнал какой-то. Так, это вот я стою. Это берег со стороны Якутии. Якутска, то есть. Тут везде вокруг Якутия. Это вот, я не знаю, на рейде какой-то стоит. Не знаю, мы шли туда и обратно. А этот здесь же и был. Что это такое? Это непонятно, что такое. Какие-то, ну, просто буйки. Не знаю, кто знает, что это. Ну, внутри-то вода, это не судно, ничего, это просто, ну, как понтоны такие, связанные между собой. Для чего? А, это может быть этот земснаряд, типа. Или что это, не знаю. Ну, как-то соединены все трубы эти, видите, между собой. Туда он на корабль тоже уходит. По рации что-то говорят. Хотя непонятно. В общем, спецы точно найдутся. Мне кажется, что это что-то дно углублять, что ли. Хотя зачем такая длина, непонятно. Куча секций, в общем, связанных труб по кругу. Ну и нам вон туда прямо. Короче, в районе 2 часов мы против течения уже идем помедленнее. Ходу. Ну да, что-то вот, видите, какой-то компрессор стоит в эти трубы, подача. Может, песок намывать или что-то еще, не знаю. Видим. Ну да, и к нему буксир пришел. Да, острова песчаные, конечно, такие я еще не видел, я уже говорил. Обмелило прям нормально. Ладно, что пойду с другого борта, может, я не знаю, что тут поснимать. Или вот Витима заснять.
Так, это у нас река Лена. Темные свои воды несет на севера. Ну так, что-то мощное такое. Ну, труба такого диаметра, там около метра. Ну да, скорее всего, это что-то там углублять дно или... Ну что, пошла, вон, видите, на... куда-то в переднюю часть, правда, и что он делает с ним, непонятно. Ну, может, баржа спереди подсоединяется, скорее всего, и ее грузит. Хотя зачем такая длина труб, только непонятно, если, ну, песок намывать. Можно в интернете, кстати, глянуть, да, по Виким. Там будет написано, что за судно. Все, в общем, вот песчаные отмели пошли уже, и идем аж вон туда прямо, где вышка, там, наверное, и не видно будет. То есть еще нам нормально путешествовать. Все, ладно. Пойду потом будем подходить, засниму. Мы все под тем берегом еще. Тут нас обходят уже. Вон девятка обошел. Полегче, наверное, с легковушками просто. В общем, такая движуха на реке. Ну и Якутск. Ну, тут вообще самые большие отмели. Видите, такого редкое, наверное, явление, честно говоря. Или я, может, редко тут бываю, но такого не видел раньше. И вот впереди где-то часик уже идем. Местные Мальдивы. Пошла движуха. Причалили, в общем, 2 часа 30 минут ходу получилось. Ну, от заезда я имею в виду. Пока загрузились, чуть, ну, 2 часа, в общем. Так, это я зеркало на всякий случай. Да, тут под берегом течение бурно, аж завихряется все тут. Так, а что там за маневры? КамАЗ. Выпустят сейчас того КамАЗа, назад сдадут. Америка тормознула, аж это вся баржа качнулась. Вон сейчас этот сюда, эти обратно, назад. Все, видите, освободил ему разворот. Потом сейчас, теперь он сам по широкому пойдет.
потом, наверное, Америка выедет и мне назад сдать. Ну, уже можно, наверное, сдавать, но тут без команды очень нет, не суетиться. Америка назад пошла. Ага, уже машет мне. А, я последний буду тогда опять. Ну что, я бы мог сейчас выехать уже, в принципе. Ну, наверное, решили, чтобы я по широкому заходил. Все, за ним. Ну, там прицеп у него что-то так рядышком. Маякни, он углом сносит. Зацепи угол за борт. Мне, чтобы он назад сдал еще. Ну да, так бы он сейчас снес себе ворота. Только тут надо ну, в принципе, спрыгивать тут вроде как относительно ровно. Ну, в общем, такая местность слегонца пересеченная. Ну да, видишь, им надо было сразу меня первого выпустить, я это свободно выезжаю. А он не хватило ему расстояния, ну, отойти от борта. И уже на крутом изломе, видите, у него РФ начал резинку. Ну, хотя он там бы в борт вдавил бы, там же, ну, не сильно каркас такой прямо. Все, поехали, в общем. Десантирование. Сейчас поверну. Ну, здесь некуда, правда, но десантирование произвел. Тут вот бензовозы, они отдельно ходят. Ну, если полная, я так понимаю. Так, это у меня ремень. Ну, вот видите, подоблагородили здесь, площадка уже. Тут такая местность пересеченная была. Все, в общем, официально на большой земле. Все, ладно, всем удачи на дорогах. Так, ну что, я отъехал от Бестяха где-то километров 120, наверное. И вот он пошел снег. Ну, +1 на улице. Ну, не знаю, пока это надолго, нет. Начинается, в общем. Ну да, его тут на камеру, наверное, не видно снега этого. Ну вот это, видите, дымка. Снежок сыпет такой мелкий. Ладно, в общем, будет поконкретней.
Заснимем все это дело. Сейчас это... 1028, а там 1157. Да, короче, 130. 120. 130. Ну, если точно 129 километров от Пестях. Как раз тут на горе вот это Легион. Стоянка, по-моему. Тут тоже, да, когда ехали, минус 50 было. Везде по дороге. Здесь 39 на горе. Да, вот кафе Легион как раз с Васей тогда в паре ехали. Ну, на двух машинах. И заходили сюда. Ну, там и рыбка, там чуть дальше будет. Там тоже потеплее. И вот на Улу стоянка, когда подыметесь. Ну, от Улу подъем в сторону Якутска, там тоже стоянка, она как-то с советских времен, там в этом месте. В общем, наверху всегда теплее. Ну, сейчас это не актуально, но когда минус 50 и 39, все-таки разница есть. Вот сюда, ну, у них заезд с той стороны, выезд такой. А сама стоянка вот здесь. Ну, раньше старая дорога, видите, выемку сделали. Раньше тут же выше было все. До выезда на Хабаровскую трассу 1026, до Алдана 384, до Улу. Почему Улу, кто местный, скажите, Улу, раньше Улу писали. Ну, 3 буквы У там было. А сейчас даже на знаке У есть лишняя. Ну, как ее взяли, залепили почему-то. Всегда было У. То есть населенный пункт из 4 букв, и 3 из них буква У. Уже сейчас, наверное, на камеру снег видно, да? Ну, уже, кстати, гололедисто может быть. Как раз такое. +1. Короче, переходим в зимний режим без резких движений. Ну, по крайней мере, встречная машина не как сугроб выглядит, значит, все будет нормально. А то обычно, как снег где-то начинается, встречки идут такие все облепленные прямо. Ладно, я все заснял, все рассказал предварительно. Ждем, в общем, начала зимы. Возвращаемся на Большую Землю. Да, это уже засниму завершающее видео на день. Уже темнеет. Что тут, -1. Ну, асфальт, видно, как бы этот, ну, мокрая из-под колес еще идет, тепленький, наверное, еще. Днем-то в плюсе было. Ну и вот снежок притрусил, так видите, там совсем чуть-чуть. В общем, в целом начинается. Думаю, ночью-то приморозит как бы побольше. Ну и тучи везде уже, да, ходят полосами, так снег идет. Ну вот видно, видите, обочины. Где-то лег. Вода еще, некоторые ручьи не замерзшие. Снежок лежит. Это я сколько уже, 200 где-то отъехал. Скоро вот тут дорога закончится. Так-то в целом неплохо сделано. Там кусок перед качекацами такой, как стиральная доска, старый асфальт. 945, ну, грубо говоря, 40 километров до Улу. 210 где-то проехал. Ну, тут, по-моему, после этого знака граевики будет, не знаю, ну, километров 5, может, не знаю, может, чуть побольше. Ну, так, участков много. Вот здесь вот до Улу от Якутска было поболя, короче, сделали много. Или даже... нет, тут еще асфальт. 7 километров началось вот этих 7. Ну, единственное, тут мост сразу такой вот, знак не зря стоит. Тут не ошибетесь, если притормозите. Когда знак неровная дорога, то
Ну, в общем, зря тут их не ставят. Вот это еще правда, что за кусты вот повышенной пушистости встречаются. Вот. Как верба, но только не верба, прям пушистая прямо. Все начинается тут. Снег уже даже в лесу видно. Ну, я тогда ехал здесь, подмораживало, так и 10 минусов было при прояснениях. Ну, в районе Карбыкана, там дальше. Это километров 100 отсюда. Ну, тут, в принципе, погода везде так. Относительно. Это когда ясно, морозит ночью. Ну, перепад день-ночь такой побольше, чем на западе там. Чем еще асфальт пока. Ну, вот это новый в этом году. А так участков здесь было вот таких. Ну, километров, наверное, 50 тут сделали вот от Оу до Якутска, если на вот этом участке. Может, ну, в общем, уже так. Один кусочек гравийный остался здесь. Ну и кривой асфальт есть. Так тут движение, видите, какое интенсивное. Сзади никого. Ну тут где-то будут ехать с машиной, но тут бывает, едешь минут 10, никого не бывает. Ладно, все, в общем, на сегодня. Удачи всем на дорогах. Так, ну а дальше у меня так. Где-то на подходах к Тамоту. 759. Ну, понятно, это с фарами верхними. Так хорошо снег видно. Ну, для вас чисто включил снег. Это новая дорога тут от Риги уже закатали в асфальт. Ну, где гравийка была. А так, если выключить, в принципе, и на камеру вообще, наверное, не увидишь, да, снега. Ну, видно по асфальту. -1, но видно, ну как, машина идет нормально, мокрая поверхность, как бы, пока. Чисто переходная такая. Сейчас попозже, наверное, уже прихватывать начнет под утро. Будет как бы весело, по идее. Сейчас до Тамота доеду, наверное. И там буду ночевать. Надо еще заправиться, как бы я что-то без всякой задней. Заправка ж на ремонте в Тамоте. Ну там напротив контейнерная, вроде они же поставили, я так понимаю. Ну если по газпромовской карте заправлюсь, значит они. А то у меня, ну как бы на 700 километров до Тынды, наверное, хватит, но вдруг чего там. Вдруг чего лучше не экспериментировать. Ну, в общем, вот так вот. Как в «Звездных войнах», когда они на скорость света переходят, так вот в туннель. В общем, едем дальше. Главный факт, что вот снег идет, никогда ничего не посвистывает. Хотя он там вроде как и дырки никакие не залепляет, ничего. Полная тишина сразу в машине. Просто слышно, как, ну, ветер шуршит там чуть-чуть. В общем, такие дела. Ладно, едем дальше.